Одна из причин, препятствующих развитию предпринимательства – отсутствие финансовых средств, а усиление взаимодействия между регионами и корпорацией МСП в рамках подписанного соглашения на Кавказской инвестиционной выставке будет способствовать решению этой проблемы, отметил Махмуд Али Калиматов. Сейчас у нас более 5000 уже мало-средний бизнес предприятий. Поэтому для нас интересно это, потому что нам заводы мы и так уже поставили там. То есть, понимаете, земли не столько много, мы, так сказать, скупая республика на землю. И нам как раз нужно развивать мало-средний бизнес. У нас люди очень предприимчивые. На сегодняшний день я хотел бы, чтобы Олег Борисович, знаете, это в части у нас идет вот туристический кластер. Мы предложили, что если вы берете, ну если предположительно, кто знает, там, мы с Нестеровки начинаем ехать до самого Дятых, там не было где воды выпить. Просто, ну кроме родников, конечно, можно у нас прям выйти с речки прям, да, да, это есть. Вот. И мы вот начали развивать терраски. И малый средний бизнес, чтобы и потом, чтобы люди могли купить, я не знаю, как правильно называется, это кофемашина, только это на колесах машина, да? Вот понимаете, вот если выставить, то есть просто по дороге, и люди готовы, это малый-средний бизнес. А если брать такие предприятия, ну, вы сейчас по бест-бренду определились, я так понимаю, но это серьезная, да, ситуация. Если у нас это получится, это более 90 миллионов. 96 миллионов. На сегодняшний день в Ингушетии в сфере малого и среднего предпринимательства занято порядка 20 тысяч местных жителей. Это больше на 40% по сравнению с прошлым годом. Задача корпорации, отметил Александр Исаевич, также расширить поддержку малых и средних предприятий в республике. Она включает в себя привлечение финансирования по программам льготного кредитования и гарантийную поддержку финансирования, а также проведение цикла мероприятий по расширению рынков сбыта и предоставлению сервисов и услуг на цифровой платформе МСП РФ. Чем мы можем быть больше вам полезны, нам тоже сориентируйтесь, потому что мы устраиваем работу непосредственно под приоритеты регионов, в том числе под какие-то отраслевые проекты. Деньги у нас разные, есть и льготные, есть и обычные, с точки зрения там, 10%. То, что мы видим по Северному Кавказу, конечно, там больше растет доля потребительского кредитования, чем цивилизованного финансирования. И в прошлом году доля проникновения гарантийных поддержек в СКФО достигла 18% от всех выдач. Это порядка 35 миллиардов рублей. И в этом смысле мы хотели разделить работу на две части. Это общие вещи, которые нужны предпринимателям, и специализированные инвестпроекты, которые нужны региону. В рамках Кавказской инвестиционной выставки также заключено соглашение между Махмудом Али Калиматовым и председателем Юго-Западного банка Сбербанка России Анатолием Песенниковым. Это сотрудничество в области устойчивого развития и развития ESG-практик, что подразумевает повышение стандартов корпоративного управления, прозрачности и отчетности, а также переход к зеленой модели экономики, повышение качества жизни и предоставление равных возможностей сотрудникам и жителям. Соглашение о сотрудничестве подписано. Форум также стал площадкой для заключения еще одного соглашения нашего региона с Промсвязьбанком. Вопросы, касающиеся сотрудничества двух сторон, Махмуд Али Калиматов обсудил на встрече с руководством банка. У нас инвестиционный климат серьезный, к нам инвесторы идут. У нас на сегодняшний день по очистным сооружениям, завод. Они сейчас цех поставили, а сейчас уже завод. Мы им промплощадку дали. Они сами заходят и сами будут строить завод. Сейчас трансформаторный завод. Мы дали им опять площадку, пришли инвест сами. В целом понимание есть, видение есть, а для нас нужно, чтобы вот такой, как вы, банк, известный банк, с традициями банк, зашли бы, и я думаю, это будет конкуренция, во-первых, чтобы у нас не Россельхоз и там Сбербанк, да? Вот, МСБ еще у нас помогает, они нам реально помогли. Мы постараемся навстречу идти вам. Наша республика представляет на Кавказской инвестиционной выставке Минвода-Экспо 5 прорывных проектов общей стоимостью свыше 13 миллиардов рублей. Продукцию под маркой «Сделано в Ингушетии» высоко оценили гости выставки. Фирменный шоколад по своему рецепту гостям презентовал и наш предприниматель Фатима Галаева. Без калорий? Да. Там сахар панелла. В малом количестве добавлю.
Понравилось вам? Не, очень классно. Мой шоколад делается из самых элитных сортов какао-бобов, которые путь мы отслеживаем с плантации, от ферментации до сушки и от какао-боба до плитки его путь отслеживаем. Есть отдельные плантации какао-бобов, где они выращиваются щадящим способом, не химическим способом, шелочью вымачивают какао-бобы, а щадящим способом на солнце, естественным путем. Масштабный инвестиционный форум на Северном Кавказе проводится впервые. В нем принимают участие более 3000 компаний. Для бизнес-сообщества республики это хорошая площадка для налаживания деловых связей. Год назад вышли в республику как инвестиционный проект. Запустили первый этап нашего проекта – это цех. И в течение 2 лет планируем строительство завода по производству локальных очистных сооружений. Масштабное, на самом деле, большое мероприятие, первая инвестиционная кавказская выставка, и мы рады присутствовать здесь и презентовать нашу продукцию. Работаем уже на территории региона уже в течение года. Это изначально была инициатива главы республики по привлечению инвестора. И в соответствии с его распоряжениями и прорабатываем работу с правительством Республики Ингушетия, с Министерством экономического развития. Плодотворно пытаемся работать. Весьма представительное мероприятие. Здесь представлены все регионы Северного Кавказа. Было много высоких гостей. Мы здесь оказались при поддержке Министерства экономики Республики Ингушетия. Министерство в целом оказывает нам всемирную поддержку в реализации нашего инвестпроекта «Клубничной сети фермы». И благодаря, так сказать, подобным мероприятиям мы презентуем собственный проект, показываем свою продукцию и, так сказать, планируем дальнейшую реализацию. Платежная дисциплина потребителей, безопасное использование газа в быту, дегазификация в регионе. Эти вопросы также подняли еще на одной рабочей встрече, состоявшейся на выставке. Их Махмуд Али Калиматов обсудил с генеральным директором компании «Газпром Межрегионгаз» Сергеем Густовым. Особое внимание было уделено реализации программы газоснабжения и газификации республики до 2025 года. Дана Плеева, Новости 24.